В Карачае пусть и немного, но есть еще хранители старины и традиций горцев. Марьям Юсуповна Хубиева – одна из них. Педагог, воспитатель, подвижница, она посвятила свою жизнь сохранению и обучению национального языка и культуры своего народа. По своей инициативе она 20 лет назад основала Музей истории и культуры карачаевцев в одной из школ Карачаева-Черкесии. Начиная с 1983 года я решила собрать, что осталось у горцев, и показывать детям, чтобы они были знакомы с культурой карачаевского народа. В школьном музее собраны одежда, шали, платья, войлочные ковры и изделия, медные кувшины, чугунные казаны, деревянная посуда, ложки, половники, чаши, каменные изделия, молоток, элементы ручного веретена, каменные стрелы, кожаные бурдюки для хранения зерна и молочных продуктов, кожаная обувь. Самые старинные изделия в музее аж XVI века. Это отточенный камень для ручного веретена. Раньше вот из шерсти изготавливали горянки различные изделия, и чтобы пряжу вот из камня сделали такие. Это относится, наверное, где-то к XVI-XVII веку. Марьям Юсуповна собирательница не только предметов старины, она еще известная в народе хранительница секретов национальной кухни. Она знает процесс приготовления 49 карачаевских блюд. Наиболее популярным из них является горский пирог хычин. Карачаевцы готовят около 10 разных видов хычина. Процесс приготовления достаточно прост. Например, для приготовления одного из видов хычина нужно: первое, сваренную в мундире картошку почистить и пропустить через мясорубку. Затем добавляем домашний сыр. Сыр в основном бывает цельный. Полученную массу перемешиваем. Из готовой массы делаем шарики небольшие, и готова начинка для хычина. Затем берем заранее замешанное готовое тесто. Тоже делаем вот такие вот шарики. Тесто раздавливаем, вкладываем вовнутрь готовую начинку, собираем края теста, расправляем и раскатываем тесто с начинкой. Теперь процесс жарки хычина. Жарим на кипяченом подсолнечном масле минут 5-6. При жарке хычин обязательно нужно переворачивать несколько раз. Готовность будет видна по цвету, легкости и пышности. Снимаем. Хычин готов. Хычин можно кушать, обмакивая в сметану или разогретое масло. Приятного вам аппетита, ребята! Прохождение Великого Шелкового пути через земли карачаевцев и их предков Алан, а также наличие горных пастбищ с различными сроками вегетации и растительности издавна способствовали разведению горных пород разных животных. Так карачаевцы вывели одноименные породы лошадей, коров, овец и собак. Что касается крупного рогатого скота карачаевской породы, то они были приспособлены горному и отконному виду хозяйствования. Доились такие коровы в течение полугода после отеления и давали молока 3-5 литров. Что касается овец карачаевской породы, то они отличаются неприхотливостью, легко переносят холода, имеют небольшой курдюк. Особенно ценится у горной овцы ее нежное, вкусное и ароматное мясо, идеальное для настоящего кавказского шашлыка. А славится она еще длинной, густой, глинцевитой и очень мягкой черной шерстью, из которой выделываются сукна, кашмы, бурки и другие виды одежды. В селениях Карачая еще есть люди, хранящие искусство шерстяного сукна. С одной такой мастерицей-войлочницей, с бабушкой Сапра Бостановой, мы встретились у нее дома. Она нам рассказала и показала технологию процесса изготовления шерстяного сукна и различных изделий. Для производства войлочной шляпы вначале берем устройство, называемое джеген. Сделано оно из камыша и обычной веревки.
Затем берем 200 граммов промытой и расчесанной шерсти, равномерно раскладываем в форме круга, обильно брызгаем ее мыльной кипяченой водой. Затем скручиваем джеген с шерстью и вялим это все локтями некоторое время. Как только шерсть уплотнится, берем другое устройство, называемое четен, сделанное из деревянных прутьев. На нем сворачиваем шерстяную заготовку, предварительно окунув в кипяченую воду и намылив. Затем начинаем вялить локтями. Несколько раз окунаем и намыливаем густеющую шерсть. В конце концов, она превращается в войлок. Тогда мы складываем его один раз, заворачиваем и начинаем опять вялить до тех пор, пока не выделится колпак, и промываем мыло. Затем одеваем ее на форму и начинаем взбивать ладонями, поглаживая вокруг. И, наконец, получаем форму войлочной шляпы. Края обрезаем прямо на форме. Что касается фуражек, то они вырезаются на руках. Таким же образом производятся и другие войлочные изделия. Бабушка Сапра сказала, что именно так выглядел горец в недалеком прошлом. Единственное, чего не хватает, так это хорошего коня. А к лошади отношение горцев особенное. Карачаевская пословица говорит: «Конь — крылья мужчины». Кони у горцев не использовались в качестве тягловой силы. Для этого существовали быки и ослы. Но как средство передвижения для воина и пастуха кони были незаменимыми. Лошадей карачаевской породы отличает хорошая ориентировка в горной местности, по твердому каменистому грунту, осторожность на горных тропах, способность легко преодолевать подъемы и спуски, исключительная прочность копыт. Они универсальны, хорошо работают под седлом и в упряжи. Животные этой породы на редкость работоспособны, не требовательны к условиям содержания. Карачаевские лошади способны делать длительные марш-броски в любое время суток, по камням и бездорожью, в лютый мороз и жестокий зной. Карачаевская порода самая выносливая в мире, где на 100 километров выдерживает. Он никогда всадника не подведет. Ты будешь спать под буркой, он будет около тебя охранять. Разведением коней в Карачае занимаются в специализированном госплемконзаводе Малокарачаевский. Он расположен в 10 километрах от города Кисловодска, основан в 1930 году. Его территория с сетью рек и альпийскими лугами протянулась на высоте от 830 до 2580 метров над уровнем моря. На заводе разводятся карачаевская чистопородная, улучшенная поместная и английская чистопородная верховые породы. Коня любят все, но кто скажет о нем лучше, чем коневод? И вот мы обратились к старейшине коневодства и конного спорта республики Биджиеву Всегдолу с вопросом: что для вас значит конь? На это он поэтично ответил: лошадь — прямой мой друг, прямой мой работа. Единственное, лошадь сравнивается красивой женщиной, девушкой. Умение ухаживать за лошадьми, сохранять их породную чистоту требует не только любви к этим животным, но определенных знаний и опыта, которые могут передаваться по наследству. Мой отец коневодством занимался, я занимаюсь. Мы потомство коневодов. Сыновья этим делом продолжается. Внук теперь 4-е поколение идет. И с какого года вы занимаетесь коневодством? 57-го года, по сегодняшний день, 46 лет лошадями.